Салам алейкум, шалом алейкум. Приветствую, Гарри, приветствую, всех наших зрителей приветствую. Валейкум ассалам, Аслан. Рад тебя видеть, давно не виделись. Взаимно, взаимно, уважаемый Гарри, спасибо, что согласились принять. Я буду с вами на «вы», Гарри, потому что вопросы Мы могут... на «вы»? Окей. Нет, ты можешь на «ты». Я как бы проявляю к тебе Я буду, с, уважение. я буду с тобой на «вы», а ты можешь на «ты». Что-то ты запутал меня. Нет, Ну, у короче говоря, нас с тобой русский язык не родной, так что ничего да, страшного. нам простительно, как говорится. Так, время 21:04, 11 августа 2025 года. Стрим на YouTube-канале Реалити и на канале Аслан Арцуев ТикТок. Друзья, с нами уважаемый Гарри Табах, вы его все знаете и все любите, я уверен. Думаю, далеко не все, Аслан. Ну, спасибо. Но мои подписчики и мои зрители любят тебя, Гарри. Это 100%. Спасибо. И вы можете задавать вопросы, друзья, я их буду зачитывать и сам тоже буду задавать Гарри вопросы. Гарри сейчас находится в Украине. Надеюсь, это можно говорить, Гарри. Да. Да, это, я думаю, не секрет. Приветствую Асланбек, Баванятка, всех, друзья, витаю вас, всех приветствую. Гарри, спасибо еще раз, что согласились принять участие, ответить на вопросы, хотя вы очень загружены, я это прекрасно понимаю, у вас очень загруженный график, вы и в эфире, и там, и тут, и везде вы всем пытаетесь помочь, и так далее. Гарри, я бы хотел начать сегодняшний вот этот свой стрим с вопроса, к которому я подготовился, который меня очень волнует, Гарри. Дело в том, что уже достаточно долгое время, может быть, уже пару лет, я наблюдаю за тем, что Россия переносит своих террористов сектора Газа, хамасовцев, там, ну, может быть, не только хамасовцев, там разных функционеров, которые под видом беженцев уже с начала вот этой кровавой бойни, устроенной 7 октября и ответных действий Израиля, этих людей они вывозят их на Кавказ. Им дают там места, их там расселяют, там вот такая вот работа ведется. И многие из функционеров уже несколько лет, уже 23-го года перебрасываются, ну, может быть, даже и раньше, но вот именно когда Цахал начал их щемить, так сказать, их начали вывозить туда. Простые люди там у них дерутся, воюют, а вот этих главных они, я так наблюдаю, вывозят туда к нам. И в связи с этим вывозят в Ичкерию, временно оккупированную, свои российские провинции, Дагестан, Ингушетию. И сейчас, когда вот ситуация с Зангезурским коридором или же с Трамповским коридором, когда появилась, у меня, и тогда я об этом уже понимал, что они из нас хотят сделать сектор Газа, потому что на протяжении долгого времени они у нас строят мечети, как любят они чеченцев, как любят они все, что связано с чеченцами, мы прекрасно знаем. Но тратились колоссальные деньги, строились вот эти мечети. Скорее всего, вот эти все хамасовские функционеры, пропагандисты, вербовщики, психологи, для них, видимо, и готовились эти мечети и разные медресе, там какие-то учебные заведения религиозные. Это в Дагестане, как я сказал, в Ичкерии и в Ингушетии. И знаете еще, Гарри, они, ведется работа, такая, хорошая работа, давно ведется такая, добротно они по этому готовятся. И я уже тогда полагал, что они из нас собираются делать вот
сектор Газа. После того, как вот мы увидели позавчера, когда Пашинян и Алиев прилетели в Вашингтон, встретились с уважаемым Дональдом Трампом, президентом, а, появилась очередная вот дополнительная, дополнительная гипотеза, или усилилась моя гипотеза о том, что они из нас делают вот этих террористов, которые, как много десятилетий Израиль терроризировали Хамас, они собираются терроризировать Азербайджан, Армению. Иран, как мы видим, трусливо слился и на самом деле правильно сделал, другого выбора у него особо не было, но засылать террористов, там разных там, это они всегда под чужим флагом, на это они способны. Вы это знаете лучше меня, Гарри. Вы с этим сталкивались, как евреи сталкивались, как американские военные с этим сталкивались. То есть всю свою жизнь вы это знаете. И кроме нас, кроме вот чеченцев, я не хочу сказать, что чеченцы особо какие-то супервоины, но я могу сказать, что на Кавказе нас фактически, кроме нас, воевать уже никто не остался. Раньше черкесы еще воевали, ну и немного молодежи из разных народов с нами было. Но вот чтобы как народ, как ядро вот этого кавказского сопротивления, мы уже несколько веков это тянем на себе. И есть большая вероятность, что снова это, и вот все это происходящее, вот наблюдаю, это снова будет на нас акцентироваться. И нас будут пытаться вот делать таких торпед, грубо говоря. И мы, чеченцы, не хотим этого, Гарри, очень не хотим. Мы хотим жить, созидать, мы хотим дружить с евреями, мы хотим дружить с американцами, мы хотим развиваться, мы хотим учиться. Но мы видим, что русские, чтобы избежать ответственности за те преступления, которые они уже совершили против нас, они пытаются еще большее преступление совершить и отвлечь, и вот так и с поколения в поколение они нас уничтожают. И сейчас, когда США сделает такую большую работу, проделали, Дональд Трамп примирил десятилетиями шедший конфликт, сейчас мне кажется, что американцам это точно не нужно, как и азербайджанцам, и армянам это не нужно. Вот чтобы снова какие-то там террорюги, еще что-то там делали и терроризировали. В связи с этим, извини, что так долго делаю вступление, но мне было вам нужно рассказать это подробно. Дело в том, что, как мы знаем, Соединенные Штаты являются ведущей сверхдержавой, которая подобных держав за всю историю человечества мы не наблюдали. И я полагаю, что раз Зангезурский коридор на 100 лет арендовали, то как минимум 100 лет США собирается еще развиваться, как минимум. Поэтому есть все основания полагать, что постоянный член Совета Безопасности ООН Соединенные Штаты Америки хотели бы, чтобы нас, чеченцев и вообще кого-либо другого, ФСБ не использовало против США, против ее бизнесов, против ее там каких-то спонсоров и каких-то компаний, которые будут там вести какую-то свою деятельность, работу и так далее. И кроме нас, чеченцев, на самом деле, эту ситуацию на Кавказе, в нашем регионе, проконтролировать не может никто. Мы, чеченцы, имеется в виду. В связи с этим, как мы знаем, Украина в 2022 году признала Чеченскую республику Ичкерия, и она одновременно с этим отправила и признала геноцид, совершенный над нами, и отправила в ООН документы с призывом последовать ее примеру. Как вы считаете, Гарри, если бы США нас признали, помогли бы нашему президиуму правительства в лице Аллы Дудаевой, Аяду Идигову, признали бы нашу демократическую Чеченскую республику Ичкерия, которая создана в соответствии с международным правом, соблюдя все юридические моменты, которые необходимо было соблюсти.
И только мы, вот этот президиум, и мы, демократические чеченцы, люди, которые хотят свободную, цивилизованную свою страну, мы можем не дать вот этому ФСБ позволить сделать из нас вот этих террористов, то есть из нашего народа, который находится у них в заложниках. А, м, Что нам вы могли бы посоветовать, Гарри, по этому поводу, чтобы, например, США, а, Израиль, вы тоже, я знаю, тесно общаетесь со своими земляками, ну, со своими людьми своего народа, могли бы сделать? Вот такой вот длинный вступительный и короткий и важный вопрос. Начну с него. Ну, смотрите, план. Дело в том, что вы делаете это. Вы уже делаете, и вы сражаетесь в Украине за Украину. Вы показываете очень много храбрости. а, а, И м, дело все в том, что русские или Россия всегда это использовала, и, к сожалению, они использовали это с чеченским народом, наверное, больше, чем с кем-либо другим. И опять же, частично, я думаю, потому что я не люблю какие-то там лейблы вешать на народ целый, там, на человека, а уж на народ тем более. Но в моем понимании, как человека военного, чеченцы воины. Это народ воинов, это рожденные воины. И они частенько за такую справедливость, защитить слабого, очень строгие правила и ведутся по жизни. Поэтому для России, конечно же, чеченцы создают очень огромную опасность. Особенно если они объединятся, не дай бог, с каким-либо еще другим народом. Поэтому надо всегда вбить клин между ними. Точно так же, как и украинцы, допустим, и евреи. России всегда боялась, что националистические побуждения украинцев, националистические, то есть, ну, там, сионистские, то же самое, что националистические побуждения евреев, националистические побуждения чеченцев, это очень-очень опасно, если они, там, не дай бог, все соберутся. Ислам, они находят разные способы, как это сделать. Допустим, сделать из чеченцев бандитов. Вот 90-е годы Да? чеченец это было, ну, это было страшная вещь. Хотя никто толком никаких чеченцев не видел. Мгм. Многие косили иногда под чеченцев, но чеченцев никто так вот толком не видел. Я помню. Потому что если ты их спросишь, а что, где чеченцы там пришли, или что, чеченцы наехали? Они говорят, не, ну, они сказали, что они чеченцы, а может, не чеченцы, а может, черту сдать, не знаю. То же самое, как с евреями. Тебя евреи кинули? Не евреи, но они вообще всех кидают. Вот это вешать лейблы на людей таким образом. Ислам тоже используется в этом отношении, потому что ислам– это очень религия понятная. Там, если евреем ты не можешь стать, ты должен им родиться, это не мессианская религия, то есть ты просто потому, что ты захотел евреем, ты не можешь стать евреем. Мусульманином ты можешь стать, там, сказал про ислам, христианином тоже, там, окунули тебя в воду, покрестили, и ты христианин. Понимаешь? Христианство очень такое сложное, театральное тоже, очень сложное. А ислам, он довольно-таки понятный для много людей. И поэтому его очень легко использовать в разных умах. И из этого сделают в комбинации из чеченцев врагов. Конечно же, чеченцы, я считаю, один из самых таких народов, который сопротивляется. Но что они придумали? Они придумали, как среди чеченцев посеять рознь, как среди чеченцев там, через такие тейпы, как кадыровский тейп, там еще другие, между ними рознь. И это очень легко сделать, особенно люди, которые постоянно сражаются. И они вносят, и вот против этого надо, конечно же, сразу как-то убирать. Вот, например,
Смотрите, даже вот возьмем то, что нам здесь сейчас, я вот случайно просто увидел, Дмитрий Юров пишет. Скажите что-нибудь про геноцид Палестины, или вы не мусульмане? То есть, что вот он сделал сейчас? То есть, если это геноцид христиан, ну, как происходит сегодня в Африке, очень много христианские церкви жгут, недавно убили очень много христиан там. Если это евреи, если это буддисты, если это еще что-то, это нормально. Вот он пишет, это нормально, их можно, геноцид им можно устроить. А вот или вы не мусульмане, то есть мусульмане должны защищать только мусульман. А если убивают ребенка не мусульманина, это нормально. То есть он уже возрастает, значит, э, Делит. противостояние. Да. Да, он говорит, что мы мусульмане, неважно, прав этот Причем мусульманин или пишет не русский, прав. Гарри. Извиняюсь. Я думаю, что это КГБшник пишет. Это Да-да. неважно кто. И мусульмане есть такие, и чеченцы есть такие, и евреи есть Да, такие. есть, Среди есть. нас, среди всех есть такие люди. Они это делают. То есть, что только мусульмане должны защищать. А если убивают ребенка не мусульманина, то это ничего страшного. То есть, или вы не мусульмане. Вот если бы он сказал, скажите что-нибудь про геноцид Палестины. Да, там. Ну, хорошо, человек считает, насмотрелся, насосался соровских каналов, и он считает, что производится геноцид в Палестине. А, Не может быть геноцида в Палестине, потому что даже в той Газе еще в 90-е годы там было, по-моему, 200 тысяч человек, а сегодня там больше 2 миллионов. То есть ты не можешь геноцид устраивать людям, которые размножаются, да, это уже не геноцид даже. Но он не это имел. Он хотел сказать не мусульмане, то есть он всех мусульман приписал к тому, ну, к бандитам, к террористам. И это, конечно же, так воспринимается. И этого очень много. И слава богу, более евреев раскидало по миру много лет. Вашу землю тоже оккупировали. На этой земле осталось много людей, которые с этим, как бы сказать, согласны. Но Мгм. я думаю, что вам не займет 2000 лет. Я думаю, что вы соберетесь намного быстрее в сегодняшнем мире, и мир узнает про чеченскую борьбу, и чеченцы заслуживают свою за столько много лет, за сотни лет борьбы за свою независимость, они ее получат. Потому что вы столько лет за это боретесь. Другой бы народ растаял бы, он бы вот евреи 2000 лет смогли удержаться, не ассимилироваться, не растаять в этой гряби. Я думаю, что чеченцы, потому что такую цену, которую вы заплатили за столько много лет, вы останетесь народом. Так что это вы делаете то, что делаете. Вы делаете, Аслан, лично это. Я знаю еще много чеченцев, которые не дают забывать свою историю, не дают передают своим детям мечту, что вернутся в свои родные края и будут процветать там. Но понятное дело, что диверсии, предательство, этого всего будет много, оно и есть много этого. Всегда, когда народ борется за свою независимость, за свою свободу, это происходит. Да? И среди евреев то же самое было. И тот, кто возглавлял инквизицию, тот, кто создал кантонистов, это все были выкрестые евреи. Те, кто там участвовали в ГУЛАГах, это все были выкресты или там коммунисты. Но стержень народа оставался. И я думаю, что, я даже не думаю, я уверен, что у чеченцев то же самое происходит. Но будут диверсии, будут потери, будет предательство, будут обиды. Этого всего тоже будет. Так нас создал Всевышний. Да, к сожалению, это так, Гарри. И
м, я понял одно, что из-за того, что мы такие правильные, или из-за того, что мы такие стойкие, нам никто помогать не будет. Будет помогать только если это будет выгодно тому, кто посчитает. Таков, к сожалению, этот суровый мир. И знаете, я обратил внимание на одну очень интересную закономерность. После того, как я начал протягивать руку американцам, евреям, это чисто спонтанно произошло. Я, положа руку на сердце, говорю, я не планировал этого делать. Я познакомился с Эдом Мамедовым, и вот просто так закружилось, и я так, ну так сложилось. И недавно я провел определенное расследование по поводу теракта в Бостоне 2013 года. И расследуя это дело, и потом я, как вы знаете, был адвокатом, работал в Москве адвокатом и участвовал в некоторых делах. И одно из дел было, дело называлось, журналисты его так окрестили, дело Сапсан. Это поезд Москва-Санкт-Петербург, который должны были взорвать 4 человек, молодых человек, как нам в фабуле дела нам это указывали. И двое из них были чеченцы, один был татарин, один был кабардинцем. И я был адвокатом у кабардинца, но вот с другими материалами, с другими ребятами мне тоже доводилось и в суде встречаться, и общаться, и так далее, с родственниками этих людей общаться. И дело в том, что один из них, Мансур его звали, он по маме был евреем, его мама была еврейка. Ну, может, горская еврейка, я вот все детали не знаю, просто я с отцом его разговаривал, и было и понятно, что его мама, она еврейка. И этот человек был такой ярый чеченский патриот. Как он мне Джохара Дудаева напоминал. Такой был, вот всей душой он был. Он грамотный очень человек был, и всей душой он был за то, чтобы бороться правовыми методами, хотя я полагаю, что он и в военных действиях в Первой русско-чеченской войне принимал участие. Мустафа его зовут, он есть. И он был фактически выставлен, Мустафа, и его сын, вот этот Мансур Эдельбиева, их фамилия, был выставлен как будто исламскими радикалами. Дело было высосано из пальца. Они не были исламскими радикалами абсолютно. Дело было следующее. Они подготовили, вкратце просто расскажу, они подготовили, дело курировал лично Николай Патрушев, который тогда был президентом Медведев, исполнял роль президента Медведев, и он ему докладывал. Патрушев докладывал Медведеву о успешном этом деле. И тогда я, исходя из российских реалий, понял, что непосредственно за этим стоит Николай Патрушев. Николай Патрушев такой великий враг чеченского и еврейского народов, я полагаю, потому что он люто ненавидит евреев и люто ненавидит чеченцев. Я это вот со временем только понял все эти. Да, да, это ущербные люди, это больные, гнилые люди. И, и Мустафа Эдельбиев, я надеюсь, на меня он не обидится за то, что я это говорю, обсуждаю, но тогда он был выставлен, ну, фактически, что он такой проеврейский человек, супруга еврейка, такой грамотный, такой интеллектуал. И выставлялся его сын при попытке подрыва гражданского поезда Москва-Сапсан. Дело было следующее. Была подготовлена ситуация, вот этот лидер группы поехал дагестанские огни, в Дагестан, прошел обучение, научился готовить вот эти взрывные устройства самодельные, вернулся в Москву, и эти ребята, вот этот непосредственно Мансур Эдельбиев, играл только лишь в футбол. У него была борода, он молился, делал намаз, этот Мансур. Такой правильный, не курящий, не пьющий, любитель футбола. Но и, конечно же, он за свою родину переживал.
но взрывать поезд они не собирались. Я вот как адвокат, который был посвящен в это дело, могу открыто, смело об этом заявить. И была подготовлена бомба этими отдельными ребятами, и их задержали всех. Задержали их после того, когда они уже все, бомба готова, все там они из газового баллона делали там такое самодельное взрывное устройство. И когда нужно было уже операцию проводить, им сообщили, что будете взрывать поезд, гражданский поезд. И они все отказались. Они сказали, они думали какое-то нападение на воинскую часть, ну какое-то такое, они хотели что-то сделать. Мансур вообще в этом не при делах, но он играл в футбол с ними. Просто он с ними был. И я полагаю, Гарри, Мансур был одной из главных целей этого всего вот этого спектакля, который был разыгран. И когда вот эту бомбу, вот это самодельное взрывное устройство, сказали, что они не будут участвовать в этом, что они избавляются от нее, выкинули ее, и все, тогда отказываемся от операции, раз вы не готовы, все. В самый последний момент просто пришло сообщение, что вот нужно оттуда, с Дагестана, видимо, от других ФСБшников пришло сообщение, что нужно взорвать поезд. И они были все задержаны. Ну, дело, я этим занимался, добросовестно, как обычно, занимался, но выиграть это дело было невозможно, потому что фальсификация была, свидетелей не было, свидетель был голос, измененный голос ФСБшника, откуда-то который вещал в зале суда. Это все, что было доказательная вся база была и так далее. Мансур там вообще проходил боком. И вот я запомнил этот момент, что мне Мустафа говорил, что его жена еврейка, что он выставлен, это не то, что даже его сыну огромный срок впаяли тогда, по-моему, 17 лет ему дали, что он выставлен каким-то радикалом, таким, вот этим, который он вообще не принимал эти вещи близко даже, эти методы и вот это радикальные формы, фашизм. Но и он бы не женился бы на Чеченке, если бы он был бы каким-нибудь там радикалом. И вот получилось, занимаясь сейчас определенным делом, когда я уже столкнулся с таким же подобным отношением уже себя, я начал расследовать дело бостонского теракта в 2013 году, который был. Дело в том, что Тамерлан Цернаев, который непосредственно был исполнителем, Джохар Цернаев также прицепом, он там абсолютно, тот, кто знает чеченский менталитет, знает, что младший брат это просто, может, это вы же правильно сказали, мы как военные, он младший по званию, и он исполняет все, приказы не обсуждаются, у нас вот так, и вы это знаете. И у Тамерлана Цернаева, у Джохара Цернаева дядя был Руслан Цернаев. И он был очень хороший, в близких отношениях с американцами, был женат на американке, и тоже очень большой патриот чеченского народа был, очень много сделал для чеченцев, но был выставлен на весь мир, как будто это какой-то там дьявол, который изображает улыбку такого демократического друга американцев, а реально оказался исламистом у него в семье там, и так далее, и так далее. Я провел расследование, я утверждаю, что это сделала ФСБ, лично Дмитрий Кечкин, который является главой во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, у ФСБ по Чеченской республике. Дмитрий Кечкин, он тогда был замом главаря УФСБ Дагестана на тот период, когда в 2012 году они обрабатывали Тамерлана Цернаева, специально вывезя его туда. Это большая такая тема, если будет интересно, я могу тебе прислать. Я знаю эту тему. Да. И вот я приблизительно столкнулся с такой же ситуацией. По отношению ко мне, извиняюсь опять же, что так долго, но я, чтобы и нашим зрителям, и тебе было понятно, пытаюсь вот более подробно это все рассказать. И сейчас вот вокруг меня все, в начале своего стрима я сказал, я перестал общаться со всеми родственниками. Вы меня спросили, в Чечне или вообще, я сказал вообще.
Чечня я уже давно, уже 10 лет, уже 8 лет, наверное, не общаюсь ни с кем. И я заметил одну интересную закономерность. Если чеченцы протягивают руку дружбы на Запад американцам, евреям, по этой руке наносится удар, пока Запад думает, осторожничает, ну, как бы неизвестные люди и так далее. Пока осторожничает, в этот момент Россия наносит удар и по руке, и потом еще и по голове, и голову сносит, и так далее, и подставляет, и так далее. Вот на двух примерах, я третий пример, на котором сейчас вот эта тема отрабатывалась, но я полагаю, что я смог ее предотвратить, потому что я понял эту систему, я назвал имена, фамилии, и, по крайней мере, которые я смог установить. И вот вопрос у меня такой, Гарри, в связи с этим. А, Можно ли повлиять на ситуацию, чтобы русские не уничтожали тех чеченцев, кто хочет дружить с американцами, с евреями, с европейцами? Какая-нибудь помощь от каких-нибудь структур, правозащитных структур, государственных структур. Когда мы эту проблему вам заявляем, вы удивляетесь, почему там мало людей хотят из чеченцев с вами контактировать. Поверьте, Гарри, я чеченец, я в этом обществе, я, как говорят сами русские, типичный чеченец. Я знаю настроение чеченцев, они хотят, мы хотим дружить. Мы знаем евреев по нашим грозненским евреям. У нас остались только хорошие воспоминания об этих людях. И самый лучший показательный пример по Канкалику и Бислиеву. Канкалик – это ректор Чеченского нефтяного университета, а Бислиев его заместитель был, которого убили при похищении. Вот их Канкалика пытались, он и Канкалик был евреем, как ты, наверное, знаешь, Бислиев был чеченец, и защищая его, он погиб. Затем Канкалик был похищен, этого Бислиева убили, Канкалика похитили и тоже убили. И это такой наглядный пример, проводя вот то, что все сейчас я вам рассказал, как они нас разделяют, как мы готовы друг за друга стоять и как они нас уничтожают для того, чтобы не было никакого контакта, никакой дружбы. Что можно, как можно повлиять? Я даже не столько в надежде, что вы как-то можете повлиять, Гарри, но чтобы это озвучить вам, как американцу, офицеру и еврею, мне очень важно, чтобы хоть что-то мы могли сделать для того, чтобы, во-первых, озвучить, а во-вторых, чтобы как-то повлиять на то, чтобы мы могли наладить мосты, и нас за это не убивали бы просто так. Не только просто убивали бы, это еще полдела. Они же ну, и родственников, и всех вот этих людей, которые не имеют никакого... Я, например, подозреваю, как они против меня готовили, моих двоюродных братьев, которых я с детства, вот когда им было 2-3 годика, один старший из них болел, у него щитовидки нет, и я его возил в Москву, когда его привозили, я его на лечение возил, вот 2-3 годика ему было. Сейчас человеку лет 20, наверное, уже, может, 25. Я 20 лет этого человека не видел, ну, просто знаю, что есть и есть. Ну, вот такая вот ситуация. Что вы по этому можете поводу сказать, Гарри? Ставим в опасность, мы ставим в опасность наши семьи, наше окружение, наше общество. И эти атаки будут производиться и были всегда. Сегодня очень много это происходит в интернете, где в интернете про тебя говорят ужасные вещи, обвинения, клевету и угрозы, в сторону твоих детей, в сторону твоей жены. Это очень тяжело. Ну вот посмотри даже на Трампа, да, опять же. А,
потому что он плывет против течения, а, то его пытались и посадить, и разорить, и оклеветать, и много-много раз убить. И опять же, и пару дней тому назад еще одного арестовали, который собирался совершить покушение на президента Трампа. Это есть психические, выискивают людей, которые психически ненормальные или слабые, есть, Да. которые просто заражены вот этой ненавистью. Разные люди есть. И мы, те, которые решили, что в жизни можно или плыть по течению, или против совести. То есть или против течения, или против совести. Ты не можешь, то есть у тебя нету много выбора. Вот и я считаю, что мы с вами выбрали плыть против течения. И как кто нас может защитить? Ну, смотря какое государство, смотря какая власть, где мы живем. И если это уже становится, правда, опасным, и ты видишь, что надо, конечно же, обращаться к властям, обращаться вот м, по многим разным причинам. Например, я скажу, что один раз я шел по улице, и вдруг я слышал, кто-то мне начал кричать «Терло, Терло, Терло». Ну, для наших слушателей это имя одного из тейпов чеченских. И подошли ко мне такие солидные ребята в форме, примерно как в хорошей физической форме, как вы. Если кто не видел Аслана, он очень высокий и очень в атлетически хорошей форме. Он не только выглядит как умный, он еще и физически развитый. И они мне сказали: мы знаем, кто вы, и мы вас уважаем, и есть ли какие проблемы, мы будем, м, а, мы здесь, вы всегда не бойтесь. То есть мы должны защищать друг друга. У меня еще один раз был случай, когда на а, вокзале железнодорожном, там ко мне подошел, мне он там выяснял отношения. И они с ним пошли, куда он ушел, и сообщили там родственнику, который меня знал. И я сказал: да не, ничего там такого нет. Это сплоченность, это боевая дружба, это вот такое братство. И каждый из нас делает то, что может, защищать так или иначе. Это с вами были в эфире, я был на одной встрече, и мне украинский волонтер, военный, которые были в теробороне в первые дни войны. Мгм. И он сказал: вот мы здесь стояли на этом рубеже в первые дни войны и ждали, когда придут чеченцы. Я сказал: кадыровцы, я его поправил. Он говорит: ой-ой-ой, ой-ой-ой, говорит, извини, ты абсолютно прав. Я оговорился. Них, а кадыровцы воюют за Путина. То есть это не чеченцы. И это понимает вот этот человек, просто оговорился. Это всегда бывает. Мы можем всегда оговориться где-то. То есть это тоже, даже то, что я его поправил вот так вот невзначай, и это тоже своего рода борьба и защита своих товарищей. А, и поэтому против нас будет больше и больше дискредитации, атак и на нашу семью, и на все остальное. Но у нас есть выбор. Мы можем продолжать это, или мы можем сказать: слушай, это не для меня, я не могу, ну, ставить в опасность, ладно, там себя, и семью не могу, и перестать делать то, что делаем.
И я не думаю, что это было бы трусостью или унижением. Это не для всех. Война- это не для всех. Не все люди могут взять оружие и идти воевать. Не все люди могут, терпеть унижение, оскорбления даже в эфире, даже еще где-то даже. Не все люди, не у всех одинаковая психика. Но я надеюсь, что эти люди смогут помочь и сделать Я думаю, что мы должны наоборот сплачиваться и стоять. Да, мы как бы стая, поэтому у чеченцев, и символ волк. Потому что волк- это благородное, сильное животное в стае. Это не стадное животное. В цирке оно не выступает. Это животное, которого в цирке нету. Есть собаки, похожие на волков, которые они говорят, что они, Как это это? волки, но это Это не вы про волки, это кадыровцев. гибридные. У меня была такая с Это вы А? про кадыровцев, Да. наверно, похожих на волков. Ну да, это те, которые косят. Да. Поэтому, наверно, мы родились волками, и, мы не выбирали это. Поэтому нам надо, наоборот, сплачиваться вот в эту стаю. И против нас будет стадо лететь против нас. И некоторых из нас они затопчут, ничего не поделаешь. Да. Ну и знаете, Гарри, на самом деле это, не хотелось бы это признавать, но информационно мы проигрываем. Нет, Проигрываем, мы проигрываем очень сильно информационно, да. да, ведется очень мощная борьба, очень такая уже, знаете, десятилетиями уже накачанная, вот эта пропаганда, и она очень большую работу ведется. Даже сегодня, когда здесь в Европе Аслан, проводятся я думаю, что это, извини, что перебиваю, я не думаю, что это десятилетие, я думаю, что это 100 лет, 1000 лет происходит, и с нашими народами. Но информационную войну мы абсолютно проигрываем по да. всем фронтам. Вот проводятся митинги, я иногда думаю, как же хорошо там было бы вот на этих митингах, когда там, например, выходят люди с израильскими флагами, и там, ну, грубят, хамят, обычно там немного людей бывает, и женщины бывают там и так далее, и пытаются там угрожать им. А если бы там внутри, вот в этой группе находились бы с чеченскими флагами, чеченские парни, и даже вот я обратил внимание, самая проблема вот у этой пропаганды, что они не могут меня одолеть, я уже давно этим занимаюсь. Когда в Сирии убивали людей, и от этих всех бородатых, всех братьев-мусульман я звал на митинги. Когда убили Зелимхана Хангашвили здесь, в Берлине, который защищал чеченцев с оружием в руках, тоже был с бородой, все как положено. Никто не вышел. Один я, один, ну не только я, конечно, там были еще люди, но я имею в виду, что вот как блогер я был один, который призывал, и люди не выходили. А сейчас они выходят, палестинские флаги, вот эти арабов, палестинских арабов флаги, и они с этими флагами, там появляется какой-нибудь чеченец с чеченским флагом, с ичкерийским флагом, вот с нашим флагом. А где ты был? Где, когда я за сирийцев, ладно, чеченцев ты боишься, дома родственники там, за сирийцев я звал, когда еще в 15 году, в 16 году мы митинги здесь проводили, когда там Башар Асад убивал людей. Вы же не были за мусульман тогда, раз вы за братьев мусульман-то. Когда убили Хангашвили, вас нет. Когда я проводил другие митинги, я звал, тоже нет. А тут сразу они с чеченским флагом появились. Это видно, что эта провокация специально делается для того, чтобы таким образом дискредитировать. Ну, уходите с российским флагом, если вы за Россию всегда были, то идите с российским тогда, и мне так будет не так печально. К большому сожалению, мы проигрываем. Вот об этом как раз я и имел в виду, что нам нужно налаживать эти мосты. Но как только ты начинаешь их налаживать, сразу же
прилетает откуда-то какая-то, Да, неприятная но, вещь. смотрите, идет там бомбардировка, и погибло много детей и гражданского населения в Украине. Почему мы не видим никаких протестов перед Да, российским посольством? Нигде, да, да. Когда шла вот эта реально геноцидная война против Чечни, мы что-то не видели никаких протестов против России. Но мы видим массовые протесты против Израиля. И вот даже здесь пишут люди, там убили много палестинцев, будьте вы прокляты. Кто их убил? Израильтяне или хамасовцы их убили? Кто это сделал? Да, если бы израильтяне хотели, они могли бы убить всех палестинцев очень быстро, но они, наоборот, идут и зачищают территорию солдатами, и их солдаты гибнут. А, То есть это да, это, совершенно верно. подонки, это группа подонков, это группа и идиотов. Они даже понятия не имеют и не хотят понимать этого всего. Не понимают, как чартер ООН работает. То есть это мы видим, что, конечно же, мы проигрываем эту войну. И когда ты идешь и говоришь: "Подождите, ну гибнут же очень много мусульман в этих войнах. Посмотрите, что в Сирии происходит", да? Но нет, это другое. В Это Судане люди другое. голодают, В Гарри. Судане, 500 да, в тысяч Африке. людей умирают с голоду, голодают, реально находятся. И никто о них не вспоминает. Это же очевидно, что речь здесь не о мусульманском братстве, да. И вы правильно говорите, когда говорят, что вот там где-то погибают люди, но одновременно я постоянно ставлю это в укор, когда забывают про 1200 убитых еврейских женщин, детей, которых убили, из чего началось все это. Это как будто это чистая воды фашизм тогда получается. Но это все делает пропаганда. Это не произвольно происходит, это все делается целенаправленно, ведется работа. Абсолютно. Я же говорю, здесь вот и флаги готовы, и рупоры, и организованно они идут, и все это организовано. Но против России никаких протестов нет или против еще кого-то, когда они производят массовые убийства, бомбят с воздуха, то есть гражданское население. Гибнут госпиталя, больницы, церкви. Ну, но протестов нету ни в Европе, ни в США, Совершенно нигде. верно. Совершенно верно. Гарри, И, вы и, не дело, и, дело- и даже дело все в том, что даже если смотреть на это объективно или отстраняя себя, украинские власти, я не хочу смешивать власти с народом, э, признали Чечню как независимое государство только после того, как Россия напала на да, их независимость Чечни. Тоже же это, ну, как бы сказать, не искренне, как можно сказать. совершенно верно, абсолютно точно. Но, к сожалению, вот такая вот ситуация. Гарри, вы не обращайте внимания на то, что тут пишут. Это у меня постоянно они живут за мой счет, они здесь троллятина, и им платят. Потому что я выхожу каждый день в эфир, и они им детей кормить. Это троллятина ГБшная, ментовская, которая сидит здесь. И это Аслан, дорогой мой, это не только у вас, это у нас у всех. Они приходят, они пишут гадости, угрозы, оскорбления.
это я просто показываю пример, как это влияет на Да. публику и зачем они это делают. Это они делают всем, но это очень хорошо. Это показывает, что нас боятся, это показывает, что то, что мы делаем, это правильно. Потому что мы видим, то, что пишут, это или идиоты, или подонки, или им заплатили за это. М. Я думаю, что это комбинация всех вместе. Но дело все в том, что я прошу, чтобы они больше писали, потому что это продвигает канал. Да, кстати, у вас 207 тысяч уже набралось. Поздравляю вас. Но, к Развивается. сожалению, у меня было 210 тысяч. Списывают они. Идет такая целенаправленная работа. Закрыли просто потому, что 2 страйка YouTube объединил в один. А иначе бы канал бы грохнули. Ну, Да, поэтому мой канал находится в теневом бане, и сейчас сложновато, набрать просмотры и подписчиков, потому что это продолжается по инерции отписка да-да. людей. Да-да, я Но знаю. это война, дорогой мой, Я это с этим война. живу тоже. Да-да. Да, да. Совершенно верно. Они Это хотят нас, хорошо. грохнуть. А сколько у вас сейчас? 119 сейчас. Ну, причем как они запрещают. На России канал, да? Ну, лайки я прошу не ставить каждый стриме, а всех призываю не ставить, потому что меня очень многие смотрят во временно оккупированной Ичкерии, поэтому, чтобы не подвергать опасности, призываю. Ну, а остальные на всякий случай перестраховываются и тоже не ставят лайки. Гарри, мы сейчас, друзья, я перейду к вопросам. Правда, я только пока вижу гадости, которые вы только пишете, поэтому подготовьте вопросы. Мы сейчас к Ну вашим и вопросам. гадости тоже хорошо, можно и Ну гадости. да. Я бы хотел вас, Гарри, спросить по поводу вот Зангезурского коридора. Вот произошло просто невероятное. Просто одним щелчком американцы решили вопрос, который русские заставляли два народа, соседних народа, проливать кровь друг друга и этим оружие, и все время стравливали. А тут ровно наоборот получилось. Приехали к господину Трампу, сели по правую, по левую руку, помирились, обнялись, и теперь и оружие будет вам, и поддержка будет, только не воюйте, только живите в мире, короче говоря. Что это такое, Гарри? Как это удалось? Да. Он нашел он нашел то же самое он сделал и с Индией, и с Пакистаном, то же самое он сделал и с Таиландом, вылетела вторая страна у А, меня из головы. это Таиланд И и с Камбоджа, нет? и Камбоджей, да. То же самое он сделал с Конго что у меня вторая страна все время вылетает. Конго и, может, Судан? А, Я э просто Не-не-не, Конго и этот, ну, неважно. Э, то же самое он уже проделал со многими странами, так, остановив войну между ними или предотвратив войну между ними. Не то что помирив, но, сделал мир между ними. Почему? Потому что он сказал: "Будем воевать торговлей. Так мы будем торговать и вы, и мы, и они, и будет процветать все наши экономики. Или если вы будете воевать, то я вас так, то вы оба проиграете". Поэтому это сработало со многими уже, мгм. странами. И, э, и мы видим, как, со многими странами он заключил, довольно-таки быстро мир и предотвратил даже, можно сказать, и ядерную войну, и разобрался с Ираном. Единственное, где, конечно же, проблема — это вот с Россией пока что. Но будем надеяться, что это тоже, вскоре, а, это массовый, хотя бы массовое это убийство придет конец этому. Поэтому да, он нашел другой
традиционно, и я сам военный человек, традиционно мы говорили: надо воевать, надо отвоевывать". Но оказывается, есть и другой способ, где можно это сделать без крови, где это можно, наоборот, сделать, экономически. И, я всегда говорил, что Трамп не любит, когда убивают людей, даже если это враги. Потому что эти враги, они не знаю, чё, они все равно, ну, там эти 20, 19, 20 лет, они не соображают ничего. Они пошли освобождать, па чеченский народ от террористов, украинский народ от фашистов. То есть это молодые люди, которые еще сами плохо соображают. И, Трамп не любит, когда убивают людей, поэтому он вот, делает так, что это все можно разрешить. Мгм. Вот, да, в Конго там было убито 6 миллионов человек Ужас. за 30 лет войны. 40 лет войны, 40, да, по-моему, лет войны между Арменией и Азербайджаном. Хотя, наверное, между ними были, ну, довольно-таки древние еще, неприязнь, как говорится, друг к другу, что даже кушать не могли. Но все, начали торговать друг с другом, и все. И, конечно же, это оттягивает от России. То есть мы сейчас имеем, Азербайджан, Армения, которая была довольно союзником. Мы имеем сейчас Казахстан, который отходит от России, ну, Украина, понятно. Вот, желательно, чтобы Грузия, а за Грузией уже там очень близко рукой подать к Чечне. Да, вот этот вопрос меня очень интересует, Гарри. Вообще невероятные события происходят, очень. И как бы я ожидал это, и надеялся, и молился Богу, чтобы это скорее произошло. Но это как будто снег, знаете, как в России, как снег неожиданно Да, выпал в январе да. снег. Вот я ждал, 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 и раз, и такое произошло, и все равно это неожиданно. Хотя я это все ожидал, Да. ну и теперь я хочу понять, где мы там находимся. Нас оставили в этой фашистской России, и вот то, что я вам вначале сказал, то, что готовят нас против там, террористов и так далее. Что бы можно было бы сделать, Гарри? Как вы думаете, помогут нам, чтобы решить этот вопрос? Потому что у России, у русских, у ФСБ, кроме того, что они совершили в отношении нас преступления, и они бы не хотели бы отвечать за них, соответственно, у них какая-то маниакальная, шизофреническая любовь к нам, как к украинцам, так и к нам. Вот они за нас цепились в мертвой хватке, не могут они без нас. Может, им солдаты нужны, я не знаю, может, им просто тренироваться на ком-то нужно. Можно еще, я просто все передумал и пытался с их стороны смотреть на это. Люто ненавидят. Все. Но если отпустить, нет, извините, мы не можем. Вот такой клочок земли. Смотрите, знаете, кто самый лютый враг у раба? Не его хозяин, Свободная. а свободный человек. Да. Вы чеченцы свободолюбивая нация, вы все время боретесь и деретесь, вас покорить практически невозможно, поэтому, конечно же, на вас очень, хотя вы довольно-таки малый народ по сравнению с остальными. То же самое, смотри, Израиль, да, вот опять же сравнение. Это же, ну, реально микроскопическая страна, ее на карте невозможно найти. Конечно. Но сколько внимания и сколько концентрации, потому что они дерутся за свою свободу, дерутся насмерть, и какие бы огромные силы против них не действовали, весь мир, можно сказать, сегодня, они все равно поэтому они привлекают к себе такое внимание, такую ненависть отовсюду, включая российскую. То же самое с чеченцами. Вы опасны. Да. Ясно. И Гарри, тогда вот по поводу
По крайней мере, я озвучил. Не на все вы мне ответили, Гарри, но, по крайней мере, я это озвучил, и о нас посмотрит очень много людей. Я, вижу, что будет очень интересно. Да, когда произойдет, что нас из этой фашистской Руси нам дайте политическое признание. Денег не просим, оружия не просим, политическое признание. Мы все сами сделаем. И вас защитим, и себя защитим, и Зангезурский коридор защитим. У меня нету ответа на этот вопрос, я не знаю. Я знаю, что мы любим помогать, да и все любят помогать тем, кто помогает сам себе. А те, кто не хочет помочь сам себе, конечно же, никто помогать не будет. И я надеюсь, что я один из адвокатов этого, что, конечно же, чеченскому народу надо помочь приобрести свою независимость. И я думаю, что когда Россия начнет распадаться, она начнет распадаться, как Советский Союз. Это империи распадаются, это не случается за один день, или за месяц, или даже за один год. Иногда это занимает 100 лет. И я уверен, что Чечня это будет одна из первых а, народов, которые получат независимость от России. Мгм. Потому что вы не сидите и не ждете этого, а вы реально боретесь за это, включая вот, да, может быть, это не горячая фаза борьбы, но сегодня, как мы видим, это информационные и экономические войны происходят. Так что я думаю, что как только звезды сойдутся, я думаю, что мы поможем этому. Я думаю, в первую очередь будет вам помогать Украина, потому Кстати, что Украине это выгоднее всего, чтобы Россия начала распадаться. Чем быстрее, тем лучше. ну, в том-то и дело, Гарри, Украина признала в 22 году, после вторжения, широкомасштабного Да. вторжения, признала, это сделала Верховная Рада, это сделали лучшие, Но юристы. я имею в виду не только, юридически, я имею в виду поможет, Совершенно верно. э, Ну, там и я кто-то думаю, блокирует, я Гарри. думаю, что Там это симулякры действуют, которые абсолютно чеченским народом не поддерживаются, абсолютно не имеют никакого авторитета в чеченском обществе, не имеют никакой юридической правовой легитимности, но их там принимают где-то, ну, позволяют. Не то, что официально никто их не принимает, конечно же, но позволяют им где-то как пытаться людей дурить. И вот дальше не идет. Какая-то, знаете, такое впечатление, что в Украине есть такая мощная КГБшная такая агентура, которая перекрывает. А как я сказал, чеченский вопрос это самый, ну, вот такой болезненный для них, такой очень важный для них. И вот делается все, чтобы вот этот вопрос не шел, вот тормозит его. И ты сразу понимаешь, что, знаешь, где-то КГБшник, где-то длинные уши КГБ торчат. Там ФСБ, КГБ УССР, там, я не знаю, какие они там. Но такая вот ситуация. А как с этим, кстати, вы в Украине, вы очень много там людей знаете. Как с этой агентурой, Гарри, боретесь или Украина борется с ней? ну, ну, здесь почти что там, не хочу сказать каждый день, но чуть ли не каждый день арестовывают предателя, наводчика, ну, Ну, эту конечно, они мелкую действуют. шушеру вы имеете в виду, а надо с Ну, верхов начинать. те, которые на них работают, да, на Россию, предателей, тут их называют ждуны, очень нет, Да, заражены этим. Инфосфера да, украинская заполнена хорошими русскими, вот этими бывшими, ну, бывшими, не знаю, КГБшниками, партийными работниками, советскими, вот, ну, пропагандистами российскими. Она просто заполнена. Это очень так.
Я нигде никогда ни в одной стране такого не видел. Но есть украинцы, которые с этим борются, есть, которые это игнорируют, есть, Конечно. которые этому верят. Да, если бы не было тех, кто боролись, то Украина сейчас не выстояла бы. Украина очень напоминает нашу войну, Гарри. И враг тот же, и методы у врага такие же. Мы все бросили на военную сторону, а вот политическая сторона, расследование, там, прокуратура, это все было открыто, война, маленькая территория, не было тыла, практически не было вообще никакого тыла. И вот эта политическая сторона или вот околополитическая, да, вот у нас группа Дудаев, там, Идигов, там другие наши лидеры были, и вокруг них вот ошивалась вот эта вся такая банда КГБшников, ФСБ, ФСКшников, потом ФСБшников. И все успехи, усилия военных вот эти КГБшники спускали просто в трубу, так сказать. И я боюсь, что в Украине, вот щас как раз хотел задать вам этот вопрос, происходит то же самое фактически. Вот сейчас, Трамп, например, встречается или анонсировали, что будут встречаться на Аляске, с Путиным. И знаете, в такой ситуации вроде бы Америка, Запад должны помогать Украине, а помогают тем же КГБшникам. Те, кто и в Москве сидит КГБшник, и здесь КГБшник. Если ты им скажешь, тот, кто воюет, в окопе сидит, он же не разбирается в этом во всем. Ему абсолютно плевать, там, что вот враг перед ним, он убивает его. У них война. А то, что нужно помогать, нужно это делать. А кому помогать? Кому помогать? КГБшникам помогать, которые все сливают, все их труды, все их усилия, все их оторванные конечности, все их жизни, которые они отдают. Все это сливается, и все. И вот 3,5 года мы меньше, чем за 2 года, почти 2 года, 2 года где-то так и вышло, 3-4 тысячи наших бойцов гоняли эту российскую армию. Ну, конечно, она пополнялась, весь народ помогал до единого. Чеченцы 95%, 98% чеченцев помогали нашим бойцам, потому что 3-4 тысячи, это звучит красиво, но без помощи народа, если спрятать, накормить, ты вообще не думал о еде, ты не думал, где переночевать. Ты просто шел, тебя брали, заводили, кормили, одевали, обували, и иди дальше, короче, когда тебе нужно. Вот так проходили. И за 3-4 тысячи наших бойцов, которые, когда погибали, пополнение все приходило, гоняли эту фашистскую армию. А здесь вроде бы столько усилий, миллиарды, огромное вооружение вкладывается днем и ночью, и все сливается просто в трубу. И сейчас вот, когда Трамп анонсировал встречу, и много у Трампа такой риторики, провокационной, прямо скажем, где он может там что-то раз заявить, и с одной стороны, я пытаюсь понять его логику мышления, и я думаю, что он иногда просто провоцирует, он просто щупает. Это бывает, как в боксе. Справа нанес, слева по корпусу, потрогал чуть-чуть, покачал его и смотрит, как тот действует. Ну, это в бизнесе так принято, а в политике мы все: "Ах, ах". И меня это тоже, как он какие-то вещи скажет: "Вот он сейчас зарядил, вот он это". И потом захожу в интернет, начинаю смотреть, и все хорошие русские, там, полухорошие русские, там, почти хорошие русские, все начинают Трампа наезжать. Думаю: "Нет, я тогда воздержусь, с этими в одном Ну, окопе я быть не могу". Вот такие вот интересные вещи. то, что он говорит, частенько не сходится с тем, что он делает, или так, как это воспринимается. Частенько то он говорит, переводится неправильно. И даже сегодня меня задали вопросы. А я говорю, это сарказм был, это он саркастически говорит. Да, там, это сарказм, то что э, ну, много примеров этому есть, сейчас не буду тратить на это время. А, Сегодня у нас была вот дискуссия с двумя генералами украинскими. Нету хорошего выхода, нету. То есть предложите, как решить эту проблему, как остановить массовые убийства. Вице-президент Венс сказал, что все будут недовольны, все. И все придут к заключению, что Трамп виноват. Трамп
плохо договорился. Русские скажут, что он плохо договорился. Украинцы скажут, что американцы скажут, что он плохо договорился. Но, может быть, массовые убийства остановятся на какое-то время. За это время будем надеяться, что Украина перегруппируется, у Украины больше всего союзников, наладит дипломатические отношения со своими соседями, и с Израилем в том числе, и будет готовиться к следующей войне. А, Но так как сейчас это происходит, Украина просто долго не выстоит. Поэтому, если у кого-то есть какие-то предложения конструктивные, как это сделать, если они не согласны с Трампом, хотя еще никто не знает, о чем Трамп будет говорить. Здесь просто уже много, столько слухов и много дезинформации идет. Никто не знает даже, будет присутствовать Зеленский, не будет присутствовать Зеленский. Но уже все сделали заключение, и уже все сделали, что Трамп продал Украину, слил Украину, капитулировал Украину. То есть это уже решено. Вот уже ломами, сообществом или обществом это уже решено. Это решение сделано. Но те из нас опять, кто плывет против течения, кто понимает это, массово много примеров в истории есть, где Украина не может воевать конвенционную войну с Россией, так же, как и Чечня не сможет, и не могла, и не сможет. Тут нужно асимметрично воевать и хитро. Гибридно, так сказать. То есть тут не просто время шариками железными, все одновременно. Это очень-очень сложная геополитическая ситуация. И Путин коварный, хитрый враг. Его недооценивать нельзя. А, Опять же, если у кого-то есть какое-то конструктивное решение этому, пожалуйста, сообщите. Просто ругать Трампа, что он все делает неправильно, это не конструктивно, и это ни к чему не ведет. Он единственный до сих пор лидер мировой, который что-то пытается сделать, как-то остановить массовое убийство. Опять же, если мы возьмем Израиль, Израиль очень часто шел на компромиссы, невыгодные себе, чтобы остановить Да. войну. Причем Израиль выигрывал. Израиль один раз дал все требования палестинцам при Рабине, премьер-министр Рабина, которого убили. Он дал все, включая Иерусалим, включая Голландские высоты, включая все, что требовали палестинцы, он им дал ради мира. Они это не взяли, потому что не это они добиваются. И потом им придется работать и строить государство. Это совсем невыгодно. Э, Поэтому израильтяне прекрасно понимали всегда, что когда они подписывают эти договоры, когда останавливается война, хотя они выигрывали, но давление европейцев и американцев, остановитесь, остановитесь, они останавливались, отходили, сдавали позиции. И потом начиналась следующая война. Но у них была возможность отстроить свою военную индустрию, создать новые союзы с другими странами, включая в те времена и даже с Турцией, с Азербайджаном и многими другими. То есть я надеюсь, что украинцы из этого извлекут урок. То же самое, когда битва при Бородино. Барклай де Толли был единственный, который сказал на военном совете, что надо отойти и сдать Москву. И на него тогда напали, и, по-моему, Багратион хотел содрать с себя эти бинты и идти его убить. Но Барклай де Толли сказал, его обвинили, что он не русский, он не понимает, что такое Москва. Он говорит: нет, я не русский, я не понимаю, что такое, я профессиональный солдат. И надо отойти и сдать Москву, чтобы сохранить армию. Если еще одно такое Бородино, и у нас просто не будет армии, вы все равно сдадите Москву и сдадите всю Россию.
Слава богу, у Кутузова лампочка там загорелась, и он сообразил, что Барклай де Толли единственный профессионал среди этого быдла, Мгм. и надо слушать его. Поэтому правильного решения здесь нет. Это все решение неправильно. Но не Трамп создал эту ситуацию. Не при Трампе все это началось. Да. И многие подыгрывали, и многие довели эту ситуацию до этого состояния. Поэтому, И внутри Украины мы тоже. должны да, конечно. Слушай, внутри Украины очень многим невыгодно, чтобы эта война заканчивалась. В России многим невыгодно, чтобы эта война заканчивалась. В Соединенных Штатах, в Европе есть очень большие силы, которым невыгодно, чтобы эта война заканчивалась. Чтобы это израильтянам выгодно. Вот израильтянам выгодно, чтобы их война заканчивалась. Почему? Потому что их дети служат в армии и воюют, и они гибнут. Да-да. Сын посла, в Украине тяжело ранен. Равина сын. Сын начальника генштаба и племянник, убиты. Э, я говорю об Израиле. А если бы в Украине дети чиновников и политиков воевали, эта бы война закончилась очень быстро. Она бы даже не начиналась, я думаю. То есть, много чего. Если бы в России дети чиновников и, воевали, война бы закончилась очень быстро, не начиналась бы даже. В Чечне, я думаю, что там все воевали. Все воевали. Все воевали. У Дудаева сын был ранен, а младший был маленький. У Идигова много племянников, родственников погибло, дети маленькие у него были. Сам непосредственно там находился. Все были, Дудаев всегда проходил окружение, заходил, и вот мне бойцы наши рассказывали, наши воины, что откуда ни возьмись, появлялся Джахар Дудаев в окружении, где они находились в окружении, заходил, говорил: "Ну чё, мясо есть покушать?" Заходил в блиндажик, да: "Ну чё, мясо есть?" И не дай бог, говорит, или обувь плохая у бойцов, и мяса нет покушать. Все, командиру прям при всех влетает по полной. Джахар непосредственно сам принимал участие. Да, это да. А вот сейчас что произойдет, Гарри, по поводу встречи в Аляске? Некоторые говорят, что Путин, он же такой немножечко трусливенький. Какие гарантии ему дал Трамп, что вот железобетонно его не арестуют, не посадят? Он же очень трусливенький. Ну так. Мы не подписчики этого, как он называется, этот, МУСа, Международного уголовного суда. В Мгм. США мы не подписали Ну, это. значит, не арестуют его. Это Ханя. Ну, Дело все в том, что, все я равно, думаю, мне что кажется, боится. его и убить можно, что Да это убить и в решит? России можете. И в Американцы России могут. его можно убить. Да, может быть, это и решит. Я бы, например, был не против, честно сказать. Но частенько бывало такое, что когда ты извне убиваешь, или избавляешься от лидера, это делает еще хуже, когда ты делаешь это извне. И мы это выучили и в Афганистане, и в Ираке. А вот в Сирии и в Ливии, да, от Каддафи, когда. А вот в Сирии, когда это сам народ сделал, пусть даже там тоже бандиты еще те, это срабатывает. То есть это должны сделать русские. Ну, русские, они пойдут в атаку, но они к своей власти относятся как к Богу, точнее, как к сатане, которого очень боятся. Очень боятся. Вот на штурм пойдут, а свою власть вот, запугас. То такая вот культура, скрепа такая у людей. Друзья, давайте задавайте вопросы. Мы еще, я минут 10 еще
могу вам, Гарри, дать возможность отвечать на вопросы. Задавайте вопросы, давайте, если у вас накопились вопросы, только давайте по существу, по темам, которые мы обсуждали. Украина, Кавказ, Америка, Израиль, да, вот по этому поводу. Так. Ну, здесь вот я смотрю одни а, общение такое идет. Ругаются между собой, да. Да-да, и ругаются, и так комментируют. Какие США, вот здесь в ТикТок пишут, нас 53 человека смотрят в ТикТок сейчас в данный момент. Какие США дает гарантия президенту РФ, что его не тронут? Гарри. Гарантии можно дать только две. Две гарантии можно дать. То, что вы заплатите налоги, я гарантирую. И то, что вы умрете, я это тоже гарантирую. Все остальное гарантии нет. Знаете, гарантии можно дать там на холодильник, на Мама машину, клянусь. да, еще чем-то. А так гарантии такого нету. Гарантий нету. Даже многие нападет на одну из таких стран НАТО. Это будет все равно зависеть от каждой страны. Это не будет считаться, что вы начали войну против другой страны. То есть, не знаю, как это легче объяснить. Ну, допустим, к примеру, Россия напала на Литву, да, она член НАТО. А, и Латвия включается, чтобы помочь Литве. Латвия включается и воюет против России. Но Россия не нападала на Латвию, а она, получается, напала на Россию. Так вот, это не будет считаться. Страны НАТО, которые примут участие в этой войне против России, это не будет считаться, что они Мгм. напали на Россию, потому что Россия на них не нападала. Ну, я не знаю, ли я объясняю это правильно. Мгм. Я просто отвлекаюсь на вопросы. Да, Международные законы не работают. Почему, Гарри? Вот такой вот вам, как юристу-международнику. потому что международных законов Потому что международных законов нет. Нету такого. Есть международные правила, но законов нет, потому что нету парламента, который такой закон проголосовал международный, нет суда, который, Есть нет полиции. устав А? ООН есть. Что-что? Устав ООН есть, международные Женевские конвенции есть. Конвенции, но это не законы. Это не законы. Есть конвенции, под которыми некоторые страны подписываются, а некоторые страны не подписываются. Как Например, тот же МУС, например. например, по минам, да, страны подписаны на противоминную, что мины они не будут расставлять, а они их расставляют, хотя есть такая международная конвенция противоминная. Мгм. Еще один вопрос. А, Например, Соединенные Штаты, мы не подписаны на противоминную войну. Север Азербайджана заберут, и будет сухопутный путь в Армению. Так? И будет что? Сухопутный путь в Армению. Се- Ну, да, будет проход, да. Мгм. Но никто ни у кого ничего не забирает. Конечно, здесь все добровольно делается. Все счастливые, довольные, благодарят еще, на Нобелевскую премию мира выдвигают. О чем говорить? Это здесь нужно действовать, как говорится, ювелирно и красиво. Идет великая шахматная партия по Бжезинскому. И гроссмейстер Дональд Трамп ведет эту работу а,
Очень великолепно. Иногда, правда, по-своему. Нам всего мы не знаем, поэтому всего понять не можем. А, вот еще вопрос в "ТикТок". Какие США д нет, какую роль Англии в переговорах или пройдет без них? Я думаю, что пройдет без них, Ну, они один на один потому вроде что вы говорили. вот непонятно, один на один или Зеленский будет также участвовать в этом, или какую-то часть Зеленский будет участвовать. Не совсем понятно, как это будет проходить, но, может быть, это будет проходить в 2 этапа. То есть тут карты они не открывают пока, но Да-да-да. это просто украинские СМИ, украинская инфосфера переполнена фейками и уже заключениями, и все они ведут, ну, одной дорогой, что Трамп, значит, уже предал Украину и все такое, хотя ничего не решено, ничего не объявлено. И кроме того, как вы хотите закончить это массовое убийство? Вот как вы хотите остановить эти обстрелы? Каким способом? Что вы хотите, чтобы сделать? Послать мою дочку воевать в Украину? М, Я не согласен на это. Что? Как вы хотите? Сбросить ядерную бомбу на Россию? Убить Путина? Дайте какое-то решение, какое-то, ну, только вменяемое. Никто не может. Сегодня вот я сидел с двумя генералами, ну, они отставные, не действуют. Они волонтеры, но они не действующие в Украине. Я им говорил: дайте решение какое, как вы каким образом? Так Украина была. Нету такого. Мы независимы, Гарри, мы оккупированы. Да, вы оккупированы. И чтобы вас деоккупировали, Да. освободили. Хорошо, да. Как это сделать? Механизм каков? Чтобы Америка вошла в войну с Россией за это? Так не сработает. Это надо сначала остановить боевые действия, остановить обстрелы, не поддаваться на разные провокации, не слушать всех этих идиотов, этих диверсантов, информационных убийц, как я их называю, информационные диверсии. И раскачивать и воевать с Россией экономически, раскачивать изнутри, пока Россия и это будет лучше для русских, я считаю. Это будет лучше для русского народа. Они, может быть, тоже получат какую-то там независимость от диктаторов. Может быть, а может быть, нет. Ну, какая-то часть, да, может, там Дальний Восток, может, Калининградская область, там другие республики России. Но первый шаг — это надо остановить массовое убийство. Для этого что нужно сделать? Идти на компромиссы. Компромиссы, которыми будут все. А вина будет Трамп. Мы уже это решили. Мгм. А если вот сейчас война становится, русские добьются того, чего они уже добились, какую-то часть они захватили, колоссальными потерями, как мы знаем, более миллиона уже погибшими и ранеными у них. И тогда, разве не станут русские сильнее, российская армия? Они же сейчас будут пропаганду днем и ночью. Станут, станут, конечно, станут. Но в это время украинская армия должна стать еще сильнее. Это будет это будет гонка. Но у России нет союзников, а у Украины есть. То же самое, как и Израиль делал. Они останавливали это, чтобы получить какое-то время, когда они смогут восстановить свои вооруженные силы, современно обогнать в вооружении, обогнать в разведке, обогнать во многом, наладить мосты со своими союзниками, проводить диверсионные работы. То есть это не значит, что война закончится.
но убийство гражданского населения прекратится на какое-то время. То есть люди смогут ходить на работу, люди смогут спать ночами, и дети не будут жить в таком страхе. В 95 году, Гарри, Джохар Дудаев предрекал вот эту войну, Да, говорил, да. что русские и украинцы сойдутся на непримиримых позициях. И сейчас мы знаем украинцев. Украинцы, это, как и чеченцы, как и евреи, очень упертый народ, такие с характером люди. И мы это видим. И на их характере и держится эта война, несмотря на измену, я считаю, измену в тылу, все равно украинцы вытягивают эту войну. Если произойдет вот, остановка вот этих боевых действий и так далее, не произойдет ли зачистка вот этой части людей, как это произошло у нас, например, в Чечне, вот, особенно вторую Конечно, русско-чеченскую? произойдет. Конечно, произойдет. К сожалению, да. Она там и происходит. Это несчастные люди, которые попали в оккупацию под русскими. Многие из них были ждуны, многие из них сами хотели, не осознавая, что они никогда не будут русскими, они всегда будут под подозрением, они всегда будут второго, ну, то есть это же не первая немецкой. Те люди, которые были на оккупированной территории немцами, они потом пострадали еще и в Советском Союзе. Много-много лет, я даже помню это. Я помню эти анкеты. Даже в детстве. Его написано: "Были ли вы на оккупированной территории?" После Первой русско-чеченской войны, Гарри, наши бойцы, наши командиры, кто в аварию попадал, кто-то случайным выстрелом погибал. И вот такие самые, они сейчас выявились, в Украине тоже сейчас лидеры появились, они зарождаются, на войне зарождаются, настоящие лидеры, не симулякры. Но и они представляют просто колоссальную угрозу. Кого-то подкупали, кого-то запугивали. Там у КГБ, у ФСБ методов очень много разных. И это большая угроза, если остановить войну. И согласятся ли эти украинцы в таком случае, понимая, что они будут мишенью номер один, и не только мишенью, жизнью-то они готовы расстаться, раз уже сражаются столько лет и борются, но тогда они же Украина потеряет этих людей, они потеряют Украину, свободу, за что они столько уже отдали жизни. Да, Да, это война. Да, это война, разные люди. Люди пострадают. В основном невинные люди страдают во время войны, к сожалению. И, пострадают, как я говорил, многие, которые не осознают, которые ждуны, пострадают некоторые, которые даже коллаборантами были или есть коллаборанты. Они тоже не понимают, что от них тоже потом избавятся. То вы думаете, что вы помогаете, и они вам отплатят добром на это? Нет, не отплатят добром, потому что все равно вы будете опасностью. И раз вы были коллаборантами с ними, вы можете быть коллаборантами с другими. конечно. То есть это не Эд Мамедов, мой друг, и ты его тоже слышал про него, наш общий знакомый, получается, задает вопрос. Он, я ему сказал, что у нас сегодня будет стрим, и он как раз к концу успел. Это ты как раз, мы уже заканчивали. И, Гарри, с твоего позволения. Уважаемый Гарри, говорит Эдмамедов, многие из нас наблюдают за вашими эфирами. Мы видим вас часто с влиятельными людьми из израильских политиков, депутатами, а также с влиятельными политиками-республиканцами в США, конгрессменами, сенаторами. Вы бы могли передать крик и боль желания чеченского народа? Я как раз это начинал. мог бы я что? Передать крик и боль желания чеченского народа. Ну,
Я при любой возможности это делаю. Я при любой возможности это делаю, может быть, не крик чеченского народа передаю, но я передаю то, что мы, ам, подвели чеченский народ. То есть мы не обратили внимания, что происходило с чеченским народом, думая, что это какая-то внутренняя, проблема России. И вот в тот момент мы должны знать, что Россия не хочет быть, частью цивилизованного мира и жить в мире, что то, что они делают, это не остановится на чеченцах. То же самое, когда делали с евреями в фашистской Германии. Люди думали, что это, ну, он насытится, напьется крови еврейской и остановится. Нет, это распространяется. Сегодня мы видим, что это только началось с чеченцами, а сегодня это вся Украина. То есть это началось тогда. И я всегда, да, при любой возможности привожу это, что чеченцы это были первые, кто пострадал от этой вот новой России. Да, совершенно верно. Гарри, спасибо вам за эти слова. На самом деле это очень важно нам, чеченцам. Это, знаете, я себя сравниваю с евреями 40-х годов. Вы евреи, я говорю некоторым своим знакомым, вы нас до конца еще не поймете. Вы это так сейчас переживаете своих дедушек, бабушек, которых сжигали в концлагерях, травили газом. И это сегодня, когда это все происходило на твоих глазах, и сейчас мы находимся в заложниках, весь наш народ, большая часть нашего народа, который оказался под оккупацией, большому сожалению. И продолжу его вопрос, здесь все не помещается. Как можно, говорит Эд, повлиять, чтобы Израиль и США приняли в парламент, и от себя добавлю, и Украине, как это сделала Украина, Ичкерию, оккупированной фашистской Российской Федерацией. Спасибо вам, Гарри, за вашу работу. Я и моя семья гордимся вами. Спасибо, спасибо большое. Я думаю, со временем это произойдет, но пока идет вот эта война против Украины, я думаю, эти, как сказать, я даже не знаю, раздражатели использованы, потому что это будет, ну, разрыв дипломатических отношений. То есть это надо было делать в 90-е годы, но, к сожалению, этого не было сделано. Поэтому сейчас все должно происходить постепенно. Как оно зарождалось постепенно, не все сразу, так это теперь надо отматывать назад, так сказать, хотя это будет вперед. То есть сначала сейчас приоритет это остановить войну в Украине, и ну, мы видим, как расшатывается там Сирия, опять же Азербайджан, Армения, сейчас Казахстан тоже там, и таким образом изолировать Россию и потом Грузию. Ну, и я считаю, что как только Грузия начнет свою борьбу за независимость внутреннюю от России, там недалеко, там рукой подать до чеченцев. То есть это развал России, опять же, я не знаю, я не всевидящий, но я считаю, Аслан, что развал России начнется с Чечни. Он и начался с Чечни, если так подумать. Если так Советского Союза. посмотреть, Советский Союз, развал Советского Союза начался не с Да, Балтийских но мы не стран. Россия, Гарри. Мы не Россия, и нам нужно политическое признание. Военное, остальное это потом. Финансовое, это будет, дадите, Чтобы ядерный взрыв произошел сначала. То это реакция цепочная.
И поэтому почему-то в моем видении или в моем понимании это куда Грузия потянет. Там и, Чечня, Ингушетия, Дагестан. То есть вы все взрывоопасны там, но чеченцы — это всегда были лидеры, на Кавказе, с которыми Россия всегда боролась. То есть это мы куда там, в пушкинские времена возвращаемся. Это исторически так сложилось. То есть развал Советского Союза, опять же, если вот рассматривать это в деталях, то развал Советского Союза на республике там начался не с балтийских стран, а с Чечни. Там уже начиналось брожение это. Да, в 90-м году мы объявили, уже избрали себе лидером Джохара Дудаева, провели референдум, представительство. Еще в Советском Союзе все это происходило. Мы уже были готовы к началу развала Советского Союза, у нас все имелось. Мы просто провели выборы, приняли Конституцию и зажили. И русские нас признали. Первая республика, откуда советские войска были выведены, это Чеченская республика в июле 92 года из всех постсоветских республик. Да, это так. Гарри, вы уставшие, и мы очень долго уже в эфире, больше, чем мы планировали. Спасибо вам большое, спасибо за интерес. Спасибо, очень всегда рад видеть вас, Аслан. И Взаимно. держитесь, и духом не падать. Да, Продолжать плыть против течения. Я знаю, тяжело, но это делает нас сильнее. да, полностью согласен. Спасибо вам, Гарри. Всем, друзья, тоже спасибо. Всего хорошего, до свидания. Да, все будет, Ичкерия. Да, I'm Israel Хай. God bless the United States of America. Пока. Yes, sir.